интересно здесь вот. Пошли вон туда, по этой улице. И смотрите, как тут живут люди. Вот у них домики. Вот там колесо обозрения, кипарисики. И вот с этих сторон все. А мы вот по этому мостику вперед нам надо идти. Там будет горочка небольшая. Вот так прикольно, слушайте, смотреть на это все. Прикольненько. Дорога. Смотрите, какой тут комплекс строится. Вот этот вот будет, как вот на этой картинке. Картинка, вот. Дома вот. Вдоль этой шумной улицы будут вот такие элитные дома стоять. Смотрите, этот дом уже тут построили. Его какой шикарный, да? А эти еще строятся, пока еще там два дома. Смотрите, вот дерево, да? Вот тут дерево такое вот растет высокое. Смотрите, ветка. Вот какая длинная, она туда куда-то уходит. На улицу даже. Обалдеть может. Обалдеть. Мы, короче, вышли по этой улице, оттуда вот приступали. Вот музей Бекетова и музей Ценского. Вот туда надо нам шлепать. А вот она, это остановка Ценского здесь. Там вот продают апартаменты. А здесь литературно-мемориальный музей Ценского. Вот, по-моему, надо туда, тут улица. И мы сейчас вот сюда под... А вот музей Шмелева еще 2 километра. Это далековато. Какая улица. Дорога. Вот такая вот ступеньки хорошие. Вот. Тут просто замечательные. Наверх идут. Так, мы залезли, короче, вот. Вот она такая дорога. Вообще супер, конечно. Отсюда море видно. Вон оно море. Так, ну что. Вот видим здесь белый такой заборчик. Наверное, тут никто сюда не ходил. Здесь какая-то башня. Историческое название горное. Четвердакская. Сергея. Что это такое? С 9 до 18. Воскресенье, понедельник, выходной. Ага. Так, там что, билеты? В защитных масках. То все. А сейчас пойдем. Посмотрим, как жили писатели в Алуште. Туалет к музею, вон там написано. Сюда, наверное, никто не ходил, в этот музей Ценского. Ну, по крайней мере, точка такая наверху где-то, вон там туалет видно, да? К музею. Вот туда. Здесь у нас лавочка какая. Смотрите, здесь он сидел, Ценский. Прямо она в этом, да? Такая вот. Надо что-то подушку какую-то. А вот какой-то домик там тоже такого времени. Киларис. Надпись. Скажешь, хорошо дышится. Какой тут воздух. Кипарисики. Смотрите, как все цивильненько. Тут лавочки какие-то. Там что за... Что у нас за любимая аллея СН Ценского? Вон там указатель. Вторая родина моя, Алушты, край уединенный, полвека здесь. Я вширь влюблен, читаю книгу «Бытия». Сергей Ценский. Сергеев Ценский, ё-моё. Осторожно, отсутствуют решетки. Да. Вот его любимая аллея, по которой он любил ходить. Я даже не знаю, кто такой Ценский, но мы посмотрим. Все такие древние, все такое. Он по этой аллее любил ходить. Смотрите, какая она
Древняя. Тут тоже какой-то древний дом. Забытый. Смотрите. Здесь лавочки такие вот. Урны интересные тоже с рисунком. О, все заросло. А это что такое? Смотрите, вот он по ней любил ходить. А, вот отсюда вид-то какой у нас шикардозный. Открывается. Ё-моё. А вон там, похоже, и дом сам. Туда куда-то вниз идет. Давайте тогда. Лавочки. А, это его могила. Царство небесное. Сергей Вцинский. 1875-1958, а жена 1889-1665. Жена его пережила. Вот эта могила. И вот здесь, смотрите, напротив. Сейчас покажу. При жизни Цинского на этом месте была беседка, где он любил отдыхать после напряженного труда. Здесь писатель завещал его похоронить. С последними просьбой, обращаясь к вам, похороните меня как старого солдата на той земле, которую я сам копал киркой и штыковой лопатой, вблизи моей укромной мастерской, построен назад тому полвека. Здесь на горе, где слышен шум морской. Ну вот она, смотрите, тут, видать, беседка была когда-то. И вот такой вот здесь видончик отсюда. Вах. Прикольно, да? Смотрите. Там внизу высажены какие-то растения, кактусы, цветочки. И вот видончик отсюда. Да, за такой видончик, я думаю, богачи бы отдали бы не 1 десяток миллионов, да, долларов. Шикарно, конечно, тут воздух вообще. Вот эти сосны или что это, пихта, ну, короче, пихта, вот эти деревья, да, они же очень полезные для дыхания вообще. И вот морской воздух оттуда, вот, представляете, да? Ох-охо. А вот там, похоже, его домик. К могиле писателя, это вот оттуда пришли мы. А вот это, видать, сам домик его. Вход в музей, написано. Нормально. Смотрите, даже на крыше что-то тут можно было посидеть, да? Такие дорожки древние. Курение запрещено на территории музея. И вот, похоже, вот вход здесь. Отсюда вид, конечно, ё-моё, вообще шикардозно. Вот она сама. Давайте посмотрим. Памятник истории, объект культурного наследия. В этом доме жил. Ага, интересно. Ну, хороший домик. Я тоже себе такой не прочь. В прошлую погоду их выносили в сад, и Сергей Николаевич за ними работал, отдыхал и встречал гостей. Угу. Обстановка комнаты очень простая, ну как и сам, как говорится, сама супруга писателя. Вот, шкаф для одежды, панцирная кровать, коврики, которые тоже были в то время очень модные. Радио «Беларусь».
музей. Интересный довольно. Туда уже проход запрещен. Лавочка есть. И такой домик прикольненький. Входик вот здесь вот. Все так дышится хорошо в нем, конечно. Интересно. Кипарис. Вот видите, да, деревья даже, которые посажены были в 1962 году, а там в 1906 году. Понятно все. Вот это кипарис 1906 года. Даже видно, он какой здоровый. Ух ты. А вот это дерево кипарис, но это другой какой-то. В 1962 году посаженный он был. Ну да, здесь, конечно, шикардос. Вид-то вообще, конечно. Да, побывали в доме музея Ценского. Интересный рассказ услышали, экскурсию. Так что приходите сюда, смотрите. Ну, кому это, конечно, интересно, так вообще, конечно, здесь даже приятно. То есть людей нету, тихо, спокойно. Вообще впечатляет, да. А вот там выход. Да, неплохо раньше писатели жили.